Кызыл зашли крупные торговые сети. Для обычных покупателей, таких как я с вами, это, безусловно, хорошо. Здесь большой выбор и низкие цены. Но есть часть жителей Тувы, которые страдают от такого соседства. Интересно, заметили ли вы, что в этих крупных сетях нет тувинской продукции? А все потому, что наши товаропроизводители просто не могут ее туда сдать. Ну вот на сегодняшний день мы столкнулись с такой проблемой. Это вообще глобальная для нас проблема. Это то, что зашли сюда другие сети с других регионов и забрали розничного рынка в Кызыле около 80%. И теперь вот местному производителю сдавать продукцию получается некому. Мы специально зашли в один из таких магазинов, чтобы убедиться в этом. И действительно, молоко привозное не наше, а могло бы стоять, например, туранское. Колбаса со всей России. Между тем в Кызыле есть свое производство у Наниташвили. Вместо Леля могла бы стоять Байхак Аква. Мясо курицы красноярское. Может, это одна из причин нерентабельности местной птицефабрики? Кто страдает? Это, безусловно, молочная промышленность. Какая бы никакая, мы ее пытаемся возрождать. Им некуда сбывать. Это мясная напрямую, потому что сегодня животновод Арат Чебан, он производит мясо, ему надо куда-то сдавать. Раньше он сдавал в цеха полуфабрикатов, мясоперерабатывающие какие-то предприятия. Сегодня цеха полуфабрикатов, они загибаются. Почему? Потому что им некуда сдавать ни манты, ни пельмени, ни какие-то биточки свои, некуда. Через какую-то маленькую розницу они мизер сдают. Они в результате не берут в субъекте ничего. Немножко хлеб берут. Но местному хлебу в этих магазинах осталось недолго жить. К примеру, в Хорошем пока все еще можно найти продукцию от пекарни Шатохина. Однако сети собираются печь свой хлеб и булочки. В этом магазине могли бы стоять и соки местного производства, но вместо этого широкий выбор товара из Краснодара. Между тем, Тува производит свой сок не хуже долетевшего до нас с юга. Мы не можем напитки сдать никому. Натуральные напитки или полусинтетические напитки никто у нас не берет. У них есть свои. Хотя цены у нас и дешевле, и ритмичность поставки у нас хорошая. Но они не берут, потому что вот им неудобно просто с нами работать. Отказ, полный отказ. Виктор Тунев пытался предложить свои соки хакасской сети «Серебряный шар». Вот их недавняя переписка. Увы, но пришел отказ. Причина – продажи сока в стекле якобы показывают низкие результаты. Важно, что предприятие дает работу десяткам местных рабочих. Но если не будет хорошего рынка сбыта, то и перспективы развития у таких предприятий туманные. Что вот в этой банке, Виктор Николаевич? Это вот бутылочка, это премиальная бутылочка сока. Здесь, значит, тыква и морковь. Это овощи местного, вырастили местные фермеры. Очень много местного населения занято. Первое – это заготовители, кто эту ягоду собирает, потом они нам сдают. Но все-таки вашу продукцию в местных магазинах можно найти, их где-то принимают. Конечно, небольшие магазины, вот все, которые остались между сетями, мы 20% всем развозим, те самые. да, 20% мы их возим, раздаем, и они, конечно, продают нашу продукцию, по Кажунам мы развозим. То есть ее берут. Она пользуется спросом. Почему? Потому что она натуральная. Пока мелкие сети покупают, предприятию быть. Но долго ли продержатся тувинские производители? Интересно, что в соседних регионах из похожей ситуации вышли так. Внутри магазина они организовали специальные полки, где и представили товары местных. У нас же такого нет. Здесь, естественно, нужна какая-то централизованная регулятивная политика государства. Но они делают, они пытаются, помогают нам, но на сегодняшний день не успеваем. Не успеваем. То есть мы производим, сбывать некуда. Договариваться с сетями, государству о том, что они должны сотрудничать, взаимодействовать и все-таки делать вот такие полки, где был представлен местный производитель. В других субъектах это есть. Это есть. Не во всех, но в крупных субъектах все это есть. Работает. Понятно, что без вмешательства местных властей такие полки и не появятся. Вопрос назрел, и его нужно решать как можно быстрее. Ольга Возовикова, Дмитрий Аюн, канал «Республика».